Участники заключительного этапа представили свои выступления перед экспертным советом на площадке Абхазского государственного университета. Конкурсанты боролись за звание лучшего лектора по 3 основным критериям: знание выбранной темы и ее актуальность, общая культура, креативность в форматах преподнесения материала. Республика Абхазия – уникальная страна с удивительной, богатой многовековой историей, уникальной самобытной культурой и удивительными традициями. Ключевым направлением нашего взаимодействия, полагаю, должно стать популяризация богатой истории Абхазии, выдающихся деятелей, выдающихся просветителей нашей страны не только в Абхазии, но и за пределами республики. Абхазский государственный университет всегда был таким мощным центром притяжения людей, стремящихся к знаниям. Уверена в том, что взаимодействие АГУ и общество знания откроет новые двери в мир знаний тем, кто к ним стремится. Мы, когда говорим о знании, мы говорим о силе человека, о силе общества, которое приносит в последующем, капитализируясь, пользу своей семье, своей малой родине, своему городу, своей стране, ну и, конечно же, в целом миру. И нам очень приятно то, что Республика Абхазия, руководство страны, руководство университета, в них мы нашли надежных партнеров, с которыми мы можем идти нога об ногу. И общество знания сегодня – это, не побоюсь этого слова, огромный портфель уникальных возможностей в просветительском, образовательном, научном и во многих других аспектах. И нам очень радостно, что инициативы, которые когда-то были впервые предложены несколько лет назад при перезагрузке российского общества знания, горячо приветствуются здесь, на абхазской земле. Старт конкурса для Абхазии дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Оценивали финалистов представители органов государственной власти Абхазии, общественных объединений, образовательных организаций и научного сообщества. В конкурсе приняли участие около 100 человек. Это мог быть не только профессиональный лектор, но и любой житель республики старше 18 лет. Для меня лично это новый опыт, новый вызов в жизни. Кроме того, есть такой немножко семейный элемент. Дело в том, что мой дед, заслуженный работник культуры Абхазской ССР, Алексей Абрасович Хагба, в советское время был членом общества знания. И вот спустя 30 с лишним лет можно сказать, что я продолжил эти добрые традиции и выступил на этом конкурсе. На участие вообще в конкурсе меня сподвигло участие в конкурсе «Наука знания», который проходил в Москве. Меня очень впечатлили очень большое количество интересных лекций о применении в современном обучении интерактивных методов. И мне захотелось также попробовать себя в этой сфере, посмотреть, на что я способна в данном направлении. Мне понравился очень конкурс, очень сильные конкурсанты, то есть очень интересные были подняты темы в их лекциях, выступлениях. Было очень увлекательно. Имена первых в истории конкурса «Знания лектор» победителей в Абхазии были объявлены на торжественной церемонии и награждения. 10 человек – Линда Ампар, Игорь Басов, Анетта Боганба, Асида Гумба, Анна Гуня, Астанда Киут, Инал Тужба, Ефрем Хагба, Лиана Хагба и Инал Хагмаков стали победителями и получили наградной клуб «Знания лектор», а также технику для просветительской деятельности. В завершении для участников мероприятия был организован небольшой концерт. Яна Шака, Камила Джопа, Абхазское телевидение.